Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующий час в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события, которые появились в информационной повестке дня и которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И, наконец, поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Я же рада представить гостя нашей студии Юлия Смоловская, дипломат, эксперт з міжнародних питань. Пані Юлі, вітаємо вас. Хош келдіңіз. Здравствуйте. Я предлагаю наш эфир начать с такого информационного сообщения, которое прошло буквально час назад. Как известно, с рабочим визитом в Украине прибывает президент Израиля. Уже прошла встреча между Зеленским и Ицхаком Герцогом. И там по результатам этой встречи на брифинге президент Украины заявил о том, что к Новому году, возможно, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций примет обновленную резолюцию по Крыму. Он сказал следующее, цитирую: «Мы благодарны Израилю за принципиальную поддержку Украины, нашего суверенитета и территориальной целостности. Рассчитываем, что эта позиция будет сохраняться и далее, в частности, в рамках ООН, где до конца этого года Украина внесет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи обновленную резолюцию по ситуации с правами человека на территории временно оккупированного полуострова, а также ее милитаризации». Я так понимаю, вы меня поправите, это 5-я будет, либо 6-я резолюция, которая возможно, будет принято на Генассамблее ООН. И что же там принципиально нового может быть? Ну, смотрите, действительно, вы говорите, что это уже 5-я или 6-я резолюция. Это говорит о том, что каждый год с момента аннексии Крыма Украина старается не просто представить такой документ к рассмотрению на Генеральной Ассамблее, но она старается консолидировать как можно большее количество стран, которые либо являются соавторами этого проекта резолюции, и еще большее количество стран присоединяется к самой резолюции во время ее рассмотрения и голосования по ней. Вот буквально тоже свежая информация. Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова как раз представляла очередную позицию по ситуации в Крыму на Генеральной Ассамблее ООН, и соавторами этой резолюции выступили около 40 стран. Что самое интересное, то есть действительно там сохраняются те же положения осуждения незаконной аннексии, состояния прав и свобод крымско-татарского населения, политические репрессии и так далее, известные нам позиции. Но, что самое интересное, под этой резолюцией стоят подписи таких, в соавторстве, стоят подписи таких стран, как Германия, как Франция, то, что мы привыкли считать страны, которые больше разделяют позицию относительно необходимости диалога с российской стороной. Да, но при этом они всегда голосовали за те или иные резолюции. Ну, не голосовали. Вот что для меня, допустим, было показательно, когда выступает представитель Франции при ООН и дает достаточно резкую характеристику осуждения действий Российской Федерации, в том числе, что касается насильственного изменения демографического состава Крыма. Это, я так понимаю, проблема очень понятная и близка вот вам прежде всего, да. Состояние политических прав и свобод, ущемление, политические репрессии, преследование крымско-татарского населения. Когда это говорит представитель Франции, я это воспринимаю как хорошую работу украинской дипломатии. Поэтому для меня было вот очень показательно видеть Францию в соавторстве вот этого документа, о котором говорила Эмине Джапарова. Ну а если мы говорим о предстоящем документе, который будет, в чем может быть новаторство,
по крайней мере, по основным позициям тех инструментов, которыми Российская Федерация оперирует в Крыму и в акватории Черного моря, мы пока, слава богу, не увидели ничего нового, кроме того элемента, что были проведены выборы в Государственную Думу Российской Федерации, проводились они на территории Крыма, и, соответственно, представители как Российская Федерация считает, их представители вошли в состав этой Государственной Думы, что вызвало резкое осуждение большого количества стран, непризнание этих выборов как раз в части территории Крыма. Вот это тот элемент, который, может, будет освещен более подробно в этом проекте новой резолюции. И, соответственно, будут даны осуждающие оценки действий Российской Федерации. Будет более свежая информация о текущем состоянии дел по сравнению с тем, что было год назад. Ну и, может быть, какие-то еще вещи, которые президент и украинская дипломатия сейчас прорабатывают. Мы просто о них не знаем, поскольку идет работа с проектом документа. Она идет, во-первых, в обсуждении, в соавторстве с теми странами, которые присоединяются к этому проекту резолюции. Ну и потом идет кулуарная работа с каждой из стран, представленных в ООН, для того, чтобы на момент голосования мы получили в хорошем, в оптимальном варианте не меньшее количество стран, чем те, которые были в прошлом году, поддерживали резолюцию. Ну а оптимальный вариант, самый лучший вариант, это, конечно, когда количество этих стран будет превышать количество стран, которые поддержали подобную резолюцию в прошлом году. А что по итогу этой резолюции, принятия этой резолюции мы ждем? То есть на что мы рассчитываем? Если вспомнить даже выступление Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН, я уверена, что вы довольно внимательно его прослушали, там было очень много критики в адрес ООН, и, как говорят многие, справедливые критики, потому что, как Зеленский сам призвал в своем выступлении проснуться, наконец, назвал ООН супергероем на пенсии. И, как говорят, что это справедливо, потому что ООН действительно в последнее время превратилась в площадку высказывания недовольства или поддержки словесной. Ну, во-первых, уникальность, новаторство критики ООН не стоит приписывать нашему президенту. Подобные разговоры и оценки, и критика ООН как инструмента звучат уже даже не одно десятилетие с призывами реформировать Организацию Объединенных Наций. Чем речь нашего президента сейчас запомнилась дополнительно, она очень метафорична. То есть действительно достаточно меткие были метафоры использованы, в том числе супергерой на пенсии. Вот. Но по большому счету, насколько это позволит проснуться, у меня большой скепсис на этот счет. Глядя на то, как 30 лет уже идут эти призывы к реформированию, понимая, где есть тупиковые требования, условно говоря, лишение права вето стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН. Так, эти сами страны не заинтересованы в том, чтобы их лишали права вето. Поэтому идет достаточно серьезное противодействие тому, чтобы эта инициатива была инкорпорирована. Потом большие вопросы до сих пор возникают вокруг того, расширять состав Совета Безопасности ООН числом постоянных членов, какие страны должны туда входить. Есть один подход, который говорит о том, что должно быть равное представительство всех континентов. То есть все страны континентов должны быть представлены в этом как постоянные члены Совета Безопасности ООН. Возникает вопрос континентов, да. А каких стран? Почему? По какому принципу мы будем выбирать ту страну, которая будет делегирована? Да. То есть все эти разговоры, они не первый год уже возникают, поэтому в этом смысле речь президента не звучала чем-то новым. Но тогда какие механизмы остаются у мира, если мы говорим о том, что такая площадка, как Генеральная Ассамблея ООН и ООН, она, к сожалению, не дееспособна в вопросах принятия и давления на какие-то страны, которые, в принципе, нарушают этот миропорядок, который строили те же страны, представители Совета Безопасности ООН? Вы знаете, здесь я отвечу, наверное, таким экзистенциальным пониманием того, как происходят какие-то процессы в международных отношениях. И, к сожалению, этот опыт говорит прежде всего о том, что разные периоды истории страны проходят либо волны повышенного сотрудничества, когда есть готовность стран работать вместе, искать вместе решения. И есть периоды, когда страны уходят в национальный эгоизм,
определенного рода самоизоляцию, когда они думают прежде всего только о своих национальных интересах. Вот, к сожалению, крайние 2 года с эпидемией ковид, они обострили вот эти проблемы и вызвали как раз на поверхность, во-первых, дискредитацию международных институтов как действенных инструментов сотрудничества, потому что страны уходят в решение своих вопросов индивидуально. Национальные интересы приобретают приоритет над международными интересами. Исходя из этого, не только ситуация с ООН сейчас критически выглядит даже критически ситуация с Всемирной организацией торговли. То, чего раньше мы не наблюдали вообще. Казалось бы, такой орган, который деполитизирован, вместе с тем удалось за ряд посредних каких-то действий разным странам как раз принести этот политический конфликтный компонент даже в организацию Всемирной организации торговли. И она сейчас работает достаточно плохо. Механизмы по решению споров сейчас практически не отрабатывают свою функцию. Исходя из этого, как разрешаются такие вот тупиковые ситуации, когда международные инструменты не работают? К сожалению, как показывает история, они решаются через какой-то глобальный конфликт, когда организация просто рассасывается. Ну, принцип Лиги наций перед Второй мировой войной. Вот мы сейчас наблюдаем определенные признаки вот этой критической ситуации. Здесь требуется... Мы стоим на пороге широкомасштабной войны? Ну, скажем так, к сожалению, такой негативный сценарий может ускорить распад недееспособных существующих органов и привести к тому, что страны будут заинтересованы искать какие-то новые механизмы сотрудничества, которые позволят решать коллективно проблемы, которые касаются всех. Это один вариант. Но, конечно, желаемый вариант, и тот, к которому призвал наш президент на Генеральной Ассамблее, это включить эту политическую мудрость, которая, в принципе, есть у государственных деятелей, которые представляют свои страны, в понимании того, каким горьким уроком история может переводить, если нет готовности между странами искать совместное решение. Я предлагаю подключить к нашему эфиру Сергея Пархоменко, директора Центру внешнеполітичних исследований АПАТ имени Олександра Некенурова. Пане Сергею, витаем вас. Салям алейкум. Да. Пан Сергей, сегодня стало известно, что к Новому году Украина планирует внести на рассмотрение в Генеральную Ассамблею ООН новую обновленную резолюцию по нарушению прав человека и милитаризации на территории оккупированного полуострова. Что нового, на ваш взгляд, может быть в этой резолюции? Взагалі, я трошки не розумію логіку боротися з агресором шляхом резолюції. Це черговий документ, який піде в нікуди і який не матиме ніякого впливу на зміну ситуації в Криму. Те, що там можуть бути прізвища, зокрема арештованих нещодавно братів Артемових або Нарімана Джелялова, ну, скоріше за все, вони ці прізвища там і будуть, і українська сторона буде наполягати, щоб резолюція була прийнята саме з цими прізвищами, або, можливо, і деякими іншими тих осіб, яких засуджено на великі тюремні терміни, або, які, не дай Боже, можуть бути арештовані за той період, поки ця резолюція буде прийнята. Але я повторюю, що ми неодноразово бачили і резолюції ООН, і резолюції Європейського парламенту, і різноманітні відозви, заклики, рішення інших міжнародних організацій, парламентів окремих країн. І це ні до чого не призвело, тому що це не є інструментом деокупації або боротьби за права людини, тому що, як бачимо, в випадку з Російською Федерацією такі інструменти не діють. Ну, Росія подивиться, ну каже, ну і що, ну окей, прийняли резолюцію, ми і далі будемо ігнорувати. Ще й будуть сміятися за спиною всіх цих дипломатів європейських, там, заокеанських, казати, дивіться, ми їх знов зробили як котенят, перепрошую. І ніхто нічого Росії не скаже. Я скажу відверто, Захід зараз дуже дає задню перед Російською Федерацією. Є великий страх, як мінімум опасіння, що буде ескалація конфлікту між Україною і РФ. І тому Америка намагається і не лізти особливо в справи європейських країн, які зацікавлені співпрацювати з Росією. Я маю на увазі і ситуацію щодо Північного потоку-2, і щодо контракту Угорщини з Газпромом в обхід України, постачання газу в обхід України. І взагалі є такі тенденції, що Америка просто усунеться від вирішення реальних справ, якщо Росія спробує
здійснити якийсь черговий акт ескалації на фронті. Тобто це все будуть, знову-таки, це ж малоефективні, це дипломатично, а простою мовою взагалі абсолютно неефективні заяви, глибока чи не глибока стурбованість, чи там, перепрошую, стурбованість на півшишечки, які нічого не змінять. Тобто зараз політика більшості країн західного світу, зокрема ключових США, ФРН, це просто не спровокувати Росію на більш серйозні дії. Ну а как в таком случае тогда какие... Пане Сергей, чуете? Алло? Так. Да. И какие тогда в таком случае должны быть действия Украины? Что нам нужно делать? Нам нужно региональные альянсы какие-то создавать со странами, нашими партнерами, которые прекрасно понимают, что и какие угрозы представляет Россия сегодня. Речь идет о балтийских странах, Польша, Грузия, Молдова и так далее. Какие-то новые региональные альянсы нужно нам собирать, союзничество, или что мы должны делать? Я думаю, регіональні альянси – це не зовсім той формат. Ми маємо інструмент, який називається Кримська платформа, і в рамках Кримської платформи здійснювати подальшу комунікацію щодо посилення тиску на Росію. Альянси реально нічого не дадуть, якщо у нас не буде сильної армії, якщо у нас не буде фінансування оборонного замовлення чи фінансування Збройних сил України. У нас ніякого ефекту альянси не дадуть, якщо не буде введено додаткових санкцій з боку Євросоюзу, з боку США. В таких випадках вони не діючі. І навряд чи, умовно кажучи, там, навіть якщо б ми створили якийсь військовий союз з країнами Балтії, Польщі, Словаччина, навіть Туреччина, я сумніваюся, що ми могли би акумулювати якусь серйозну військову потугу з громадян країн, з якими ми укладемо гіпотетичний альянс, щоб протистояти Росії. Це буде там декілька сотень добровольців, які ситуацію не змінять, тому що вони не є мотивованими воювати на чужій території. Це справа України. Якщо в Україні не буде сильного війська, сильної адекватної влади, професійної дипломатії, то ніякі альянси, союзи, меморандуми, резолюції нічого не дадуть. Україна повинна нарешті зрозуміти, що в нинішніх умовах її можуть залишити з Росією сам на сам і переорієнтуватись на зачищення української влади від російської агентури, силових структур України від російської агентури, збільшити фінансування Збройних сил, провести реформу Служби безпеки України, без якої буде дуже важко боротися з російською агентурою. І, звичайно, я думаю, треба змінити тих осіб, які опікуються дипломатичним напрямком, тому що дуже слабка дипломатична лінія. Замість того, щоб добиватися невизнання виборів в Державну Думу в цілому, не тільки по Криму, вони займаються, вивчають якоюсь пікеріадою, вирішують і з'ясовують стосунки всередині, власне, монобільшості. Замість того, щоб, маючи певний ресурс, щоб приймати швидке рішення, посилювати комунікацію з західними партнерами, принаймні в напрямку невизнання російських виборів. Принаймні комунікувати в плані роботи щодо вимоги введення нових санкцій за порушення прав людини. На превеликий жаль, функції державної влади України часто підміняє громадський сектор, тому що державна влада України іноді виглядає більш слабкою і некомпетентною, ніж окремі громадські організації. Дуже прикро констатувати, але у нас в Україні, на превеликий жаль, є підміна іноді функцій, тобто держава не виконує свої прямі функції, натомість це покладається, як було в 2014 році, на волонтерів, на громадських діячів. Це дуже прикро. Тобто немає системи інтеграції найбільш професійних і зацікавлених осіб в органи влади, і ці особи могли б реально змінити трошки ситуацію на користь України. Чи це, можливо, міжнародний напрямок, тобто перемовини з західними союзниками, чи це напрямок національної безпеки, чи це напрямок реформування Збройних сил. Люди, які можуть, які хочуть не інтегровані, тому що влада не зацікавила в інтеграції дійсно послідовних, патріотичних і професійних людей. Це дуже прикро, тому питання боротьби з Росією має вирішуватись в Києві. Воно вже не вирішиться в Вашингтоні, воно не вирішиться в Брюсселі, воно буде вирішуватись в Києві. Якщо ми тут зможемо провести необхідні реформи, побудувати ту систему забезпечення Збройних сил, систему фінансування Збройних сил, яка дозволить
принаймні забезпечувати ту комплектацію нашого війська, яка може зберегти боєздатність армії, зберегти чисельність нашої армії, щоб протистояти Росії, тоді у нас є шанс. Якщо у нас зараз бачите 40% недокомплект, якщо наші американські союзники не хочуть їхати на спільні навчання, вперше взагалі, мабуть, з року 15-го, коли американці дуже не хотіли їхати на спільні навчання з українцями на Яврі в вересні цього року, тому що вони бояться, що Росія нападе в Білорусі, бояться спровокувати своїм фактором своєї присутності подальшу агресію РФ. Тобто, що залишається? Бачимо, союзники дуже обережніше до нас. Та й взагалі довіра до української влади серйозно упала через, зокрема, і скандали, які відбуваються перманентно в парламенті, через відсутність судової реформи, через корупцію, через офшори. Ну, вибачте, Захід не дуже хоче рвати Росії пику, тому що ми не демонструємо приверженість, як таке російське слово, західним цінностям і тим принципам, і не виконуємо обіцянки щодо реформ, які вимагав у нас Захід. У нас спокійно собі корупціонери, різні Коломойські знаходяться, які знаходяться там під санкціями США, спокійно ведуть свій бізнес і навіть загрожують бізнесу західних інвесторів в Україні. Про що можна казати? Тому питання вирішення, питання щодо деокупації Криму, звільнення бранців Кремля, протидія агресії – це питання має вирішуватись в Києві, в стінах органів влади, на Банковій, на Грушевського, в Кабміні, Верховній Раді. От коли ми будуємо сильну інституцію і можемо забезпечити наше військо, зокрема новими зразками озброєння, які до сих пір чомусь не поставлено на руку, от тоді це документ. Поки що інших аргументів я не бачу. Дипломатія, повторюю, дуже слабка. Дякую, Сергій. Пане Сергію, дуже дякую вам. Чухсалон Сергій Пархоменко був з нами на прямому зв'язку, директор Центру зовнішньополітичних досліджень ОПАТ імені Олександра Никинорова. Пані Юлия, вы согласны с паном Александром? Действительно, когда мы апеллируем к нашим западным партнерам, говорим об ужесточении санкций в отношении России, но при этом во многих вопросах, к сожалению, в вопросах судебной реформы, реформы СБУ и так далее, продвижений ярких нет, чего мы можем тогда ожидать? Ну, во-первых, я не согласна со многими оценками. Они были некорректны, не совсем точны. Например, если идет критика в адрес действий украинской дипломатии, причем здесь внутренние разборки монобольшинства в парламенте. Это не компетенция Министерства иностранных дел. Поэтому говорить о том, что тот путь, который предлагает эксперт, что мы должны усиливать себя, он правильный. Но у меня возникает вопрос. Для этих действий требуется время. Что мы будем делать это время? Пока придут результаты реформ, усиления боеспособности Украины. И потом все же познается в сравнении. Если мы сравниваем ситуацию по состоянию на сейчас и 2014 года, это все равно в разы более модернизированная армия, более подготовленная, более сплоченная, чем то, что было в 2014 году. Ожидать, что за один день произойдет чудо, и мы станем суперсовременным государством с лучшими технологиями, не приходится. Этот путь надо пройти так или иначе. И здесь возникает вопрос, что мы делаем вот в этот промежуток, пока мы наращиваем собственную силу. И вот пока мы наращиваем собственную силу, как раз и включаются вот эти факторы внешней помощи, сотрудничества, союзничества, если хотите, в определенных вопросах, которые позволяют держать этот баланс. И здесь международная поддержка, консолидация с позиции украинской стороны, она имеет большое значение. И вот как раз в чем роль этих резолюций, политических резолюций в рамках Генеральной Ассамблеи? Конечно. И вы хорошо это знаете, и мы неоднократно об этом говорили. Есть ущербность в том, что это не является инструментом прямого юридического воздействия на страну-нарушителя. Но есть такое понятие, как все-таки политическое давление, есть такое понятие, как международная репутация. И здесь Россия несет определенные репутационные риски, достаточно серьезные. То есть если мы посмотрим, как воспринимается Россия в мире сейчас, она не воспринимается как конструктивный партнер. Она, к сожалению, воспринимается как очень своенравный
задиристый, член международного сообщества, с которым очень сложно найти общий язык, потому что он, в принципе, не готов сотрудничать. И даже те декларации, которые российское политическое руководство оглашает, они все равно не убеждают наших западных партнеров. И поэтому здесь очень важна эта поддержка. Если вы говорите о том, как мы можем апеллировать к тому, чтобы вводились дополнительные санкции, к тому, чтобы было более жесткое противодействие Российской Федерации, и не приводим внутренние реформы, но это тоже подмена понятия определенная. Но даже не только внутренние реформы, мы же продолжаем торговать с Россией, правильно? Да, вот здесь это принципиально важно. То есть есть два разных процесса. Наши внутренние реформы – это наши внутренние реформы. Я сейчас была на одном форуме и задавала этот вопрос, что вы же, европейцам, вы же не готовы сейчас нам давать эту перспективу членства. Как вы думаете, насколько Украина может быть мотивирована двигаться дальше в этом направлении? Может, следует тогда открыто признать, что мы не видим вас среди членов нашей семьи, поэтому решайте свои вопросы геополитического существования самостоятельно. И тогда я услышала ответ, что мы все равно никогда этого не сделаем, потому что для нас важно, чтобы Украина все-таки сформировалась как демократическое государство, и мы будем все время помогать Украине на этом пути. О чем это это опять же говорит? лозунг. Это не лозунг. Это не лозунг, потому что это все равно своего рода, если хотите, экспорт демократических ценностей, идеалов, расширение на территорию, которая выходит за пределы их клуба, а это дает определенную политическую стабильность и предсказуемость. У нас сейчас страна, конечно, не в таком состоянии. Мы не зрелая демократия, это понятно. И поэтому все вот эти турбулентности, которые происходят в обществе, они присущи и понятны. Но это издержки трансформационного периода. Мы от этого никуда не уйдем. Но если мы прекратим движение в этом направлении, то у нас альтернатива очень нерадостная. Либо двигаться в сторону такого же авторитарного режима, который у нас есть по северо-восточному вектору, либо стагнировать и превращаться в государство failed state, то, о чем Россия очень много любит напоминать, что Украина не состоявшееся государство. Вот этих двух сценариев очень бы хотелось избежать. Поэтому поддержка нужна. Она есть. В плане сдерживания агрессии России она существует. Она, может быть, не такая яркая, как нам хотелось. Почему? Потому что этот уровень поддержки – это принцип общего знаменателя. Но у стран, тех же европейских стран, разная степень восприятия угрозы со стороны России. То есть то, что вы говорите правильно, наши страны, которые нас быстро поймут и готовы быть с нами союзниками здесь, это Прибалтика, это страны Балтики, это Польша, это отчасти и Румыния в том числе, потому что она понимает риски, которые сейчас возникают в Черном море. Это и Турция до определенной степени. Но это не Италия, это не Франция. Это, кстати, очень четко проартикулировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Вы знаете, что сейчас в Варшаве проходит форум по безопасности, где он находится. И там он сказал, что планируют они обсудить ситуацию в Балтийско-Черноморском регионе в рамках Варшавского форума по безопасности. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Давайте его послушаем. На Варшавському безпековому форумі будемо говорити про майбутнє Балто-Чорноморського регіону. Аби використати усі його можливості, Україна активно працює із сусідами над створенням поясу безпеки та процвітання між Балтійським і Чорним морями. За 1,5 року ми створили 4 нові міжнародні формати. Люблінський трикутник з Польщею та Литвою, асоційоване тріо з Грузією і Молдовою, квадригу з Туреччиною та Кримську платформу. Розбудова відносин добросусідства із дружніми сусідніми державами задля забезпечення миру, міжнародної безпеки і стійкого розвитку у Балто-Чорноморському регіоні є одним з пріоритетних завдань стратегії зовнішньополітичної діяльності. Вот те 4 формата, о которых говорит Кулеба, на ваш взгляд, помогут действительно создать этот пояс безопасности и обеспечить эту безопасность и мир в Балтийско-Черноморском регионе? Эти региональные альянсы. В краткосрочном эффекте, конечно, вряд ли. И тут справедлив аргумент, который говорил эксперт, о том, что суммарно по военной мощи такие небольшие альянсы вряд ли смогут противостоять России. Хорошо, ну тот же Люблинский треугольник, понятно, но в чем здесь есть плюс? Эти страны, с которыми Украина группируется в
такие субрегиональные альянсы безопасности по смешанному типу, где есть страны-члены и не члены НАТО. Во-первых, она формирует их с единомышленниками, которые точно так же воспринимают и оценивают уровень угрозы и российской агрессии, как и мы. То есть эти проблемы им понятны. Вот мы сейчас будем наблюдать, министр сказал 4 формата. Я знаю, что уже выкристаллизовывается новая тройка. Румыния, Молдова, Украина. Тоже по вопросам безопасности в Черном море. Поэтому как промежуточный этап продвижения к более устойчивым большим структурам типа НАТО, на этом этапе, когда мы не можем получить стопроцентную поддержку всех стран-член НАТО, вот такие вот небольшие региональные альянсы по вопросам безопасности, они могут формировать определенную почву, которая потом позволит Украине быстрее сближаться с НАТО и на каком-то этапе трансформировать эти отношения в нечто большее. А давайте попробуем понять, что из себя может представлять эта почва. Вот в рамках этого альянса какие может осуществлять проекты Украина? Вот мы вчера говорили с паном Андреем Ревой, министром социальной политики 14-19 годы. Он говорил, вот реальный альянс, который мы недавно увидели, это АУКУС, Америка, Британия и Австралия. Вот такой альянс военно-оборонный, он реально может обеспечить безопасность Австралии в том регионе. Как вот эти альянсы смогут обеспечить эту безопасность? Вот чем они конкретно должны заниматься? Какие проекты должны педалировать? Смотрите, у нас же в этих альянсах так или иначе Украина пока выступает партнером, который наименее всего в инфраструктурном, в технологическом, в экономическом плане развит настолько, чтобы составлять движущую силу этих треугольников. Наоборот, такие микроальянсы позволяют Украине с помощью этих партнеров быстрее выходить на уровни соответствия, скажем, модернизировать свою армию, обеспечивать уровень взаимосовместимости по стандартам НАТО с теми военными подразделениями стран, участников таких маленьких альянсов, которые уже являются членами НАТО. Те же страны Балтии, например. Вот в чем плюс этого Люблинского треугольника и существующей украинско-польско-литовской бригады, которая есть. То есть это пока те практические шаги, которые являются незаменимыми на пути к достижению большой политической цели. Я здесь всегда привожу пример того, как образовывался сам Европейский Союз. Ведь была же попытка в 1952 году сделать сразу политический союз между странами, и она потерпела фиаско, потому что к такому политическому обязательству не были готовы все страны, которые приходили. И тогда было принято решение идти, это называется принцип интеграции сверху вниз, когда насаждается политический каркас, и под него подстраиваются страны. Тогда было принято решение идти естественной интеграцией снизу вверх, когда сначала были интегрированы определенные стратегические секторы, это уголь и сталь, энергетические секторы, а потом уже стала возникать вот эта экономическая и политическая настройка в виде Европейского Союза. Вот здесь Украина идет правильной логикой. Просто мы хотим, знаете, как в кино, монтаж, и уже завтра у нас должно быть светлое будущее. Так не будет. К сожалению, мы должны пройти этот болезненный период. И, конечно, те политические руководители, которые попадают во главе государства Украины на этот период, они получают все эти политические риски, репутационные риски, которые неизменно будут сопровождать. Кто бы был на месте Зеленского, неважно. Все равно он бы получал ту же долю критики. Ну, может быть, с небольшой поправкой на государственный опыт, на персональный стиль управления и так далее. Но проблемы хронические у государства, они, по сути, такие, какие они есть. Человек, заходя на позицию президента, приобретает это в наследство, с которым он должен работать. Это данность, которая есть. Поэтому это просто вызов для тех людей, которые решаются на такие амбиции политические. Я предлагаю перейти к следующей, не менее важной теме. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с президентом России Путиным тет-а-тет. Однако он считает, что окружение российского лидера против такой встречи, которая может принести неожиданный результат, сказал Зеленский. Вот его цитата.
Я хотів би зустрітися з президентом Російської Федерації. Мені зрозуміло, що у форматі тет-а-тет зустріч може бути достатньо предметною. Мені зрозуміло, що оточення президента Росії не хоче, щоб ми зустрічалися тет-а-тет, бо це може принести неочікуваний результат. Я готовий до будь-якої зустрічі, бо така зустріч допоможе Україні, допоможе розв'язати трагедію на Донбасі та питання Криму. Впевнений, що якщо Україна скаже, що давайте не обговорювати ті чи інші питання, то зустріч можна наблизити. Поки що ми такого дозволити не можемо, але не треба зосереджуватися нам на конкретній адженді, бо хто знає, як піде зустріч. З нами зараз на прямій зв'язі Андреас Умланд, експерт Українського інституту майбутнього Стокгольмського центру східноєвропейських студій. Пане Андреасе, вітаємо вас, салям алейкум. Добрый день. Да, добрый день. Как вы думаете, какова вероятность встречи Зеленского с Путиным, либо встречи в нормандском формате, на что рассчитывает Министерство иностранных дел Украины? На прошлой неделе Дмитрий Кулеба сказал о том, что было бы хорошо, если бы такая встреча состоялась еще до ухода фрау Меркель. Ну, эту вероятность я не могу оценить, но мне кажется, что эти встречи в нормандском формате, они имеют больший сенс, и они более, ну, такие весомые, чем двухсторонние переговоры. Может, это тоже имеет смысл попробовать и посмотреть, как Путин на это среагирует. Но, честно говоря, я не ожидаю много от этого. Я думаю, что присутствие французского президента и немецкого канцлера придает весомость таким встречам, поэтому стоит предпочитать встречи в нормандском формате. Но, тем не менее, может быть, стоит все-таки тет-а-тет встретиться Зеленскому с Путиным. Ну вот, если мы говорим про нормандский формат, известно, что совсем недавно прошли парламентские выборы в Германии, и пока непонятно, кто станет канцлером Германии, лидер ХДС Армин Лашет, либо лидер СДПН Олаф Шольц. И тем не менее, в зависимости от того, кто станет канцлером, как вы думаете, будут ли какие-то изменения в нормандском формате? Будет ли какое-то изменение внешнеполитического курса Германии в отношении Украины и нормандского формата? Нет, я не ожидаю каких-то изменений. В принципе, все центристские партии Германии имеют довольно похожие внешнеполитические доктрины, и есть тоже довольно широкий консенсус касательно нормандского формата, минских переговоров, аннексии Крыма. То есть эти все партии, которые сейчас обсуждаются в связи с созданием новой коалиции, они довольно близки друг к другу. И кто бы там ни стал канцлером и министром иностранных дел, я не ожидаю каких-то изменений. Просто будет другая персона, а подход останется прежним. А как, можете нам, пожалуйста, раскрыть личности немного Олафа Шольца и Армина Лашета? Какие у них все же могут быть позиции по отношению России к Украине? Потому что недавно в нашей студии политический эксперт говорил о том, что от чего можно ждать от Олафа Шольца? Это преемник Шрёдера, который сидит в Газпроме, да и Армин Лашет не очень-то и сильно отличался своей проукраинскостью. Ну, я бы так не совсем выразился, но оба они, скажем, делали в отношении России какие-то высказывания, которые настораживают. Там Армин Лашет призывал к тому, чтобы понимать Россию, а Олаф Шольц, конечно, как представитель социал-демократической партии, он этому курсу тоже обязан. Но, тем не менее, я не думаю, что из этого стоит следовать, что это будет какое-то фундаментальное изменение немецкой политики, когда будет новый канцлер, кем бы он ни был. И, скорее всего, как я уже говорил, будет преемственность как в отношении политики Германии касательно России, так и касательно Украины. Хотя нужно сказать, что и тот, и другой политик, как Лашет, так и Шольц, они не имеют пока четкий внешнеполитический профиль, они скорее региональные или местные политики и не профилированные во внешнеполитической сфере. Поэтому будет интересно наблюдать,
какая партия и какой политик, какая партия получит Министерство иностранных дел и какой политик будет новым министром иностранных дел. А какие сейчас шансы у Лашета и Шольца? Как мы увидели действительно по результатам выборов в Бундестаг такой фрагментированный парламент, и мы понимаем, что от решения зеленых и либералов будет зависеть, какая будет коалиция и кто станет канцлером, и все же у кого больше шансов? Ну, однозначно больше шансов победителя выборов Олафа Шольца, и он тоже, как бы, его лидерство не оспаривается. У Армина Лашета, который тоже смог бы создать при определенных условиях коалицию, которая бы набрала больше 50% депутатов или мандатов в Бундестаге, в парламенте. Более сложная ситуация, потому что он проиграл эти выборы, и его лидерство в своей же партии уже оспаривается. Поэтому, наверное, уже можно настраиваться на канцлера Шольца. И какая именно будет коалиция, еще не на 100% тоже ясно, но, скорее всего, это будет вот коалиция с теми партиями, которые вы назвали зелеными и либерал-демократами. Ну вот, кстати, интересно, кому могут примкнуть зеленые и демократы? Вот если мы говорим о зеленых, ведь по ключевым позициям, в том числе Северный поток-2, по этим вопросам они не сходятся ни с ХДС, ХСС, ни с СДПН. И все же на что они могут основываться и принимать решения? Ну, увы, вот эти внешнеполитические вопросы в целом, и в частности Северный поток-2, они играют решающую роль для создания коалиции. Там все-таки преимущественно обсуждаются вопросы внутренней политики, экономической, климатической политики и так далее. А эти вот внешнеполитические вопросы, они не такие важные. Я боюсь, что даже если вот зеленый политик, например, Анналена Бербок, ну, самая, может быть, сейчас известная представительница Зеленой партии, станет министром иностранных дел, это не приведет к изменению позиции Германии касательно Северного потока-2. Дякую вам дуже, пане Андреасу. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам в ефір. Андреас Умланд был с нами на прямой связи, експерт Українського інституту майбутнього Стокгольмського центру східноевропейских студий. Пани Юлия, вы как считаете, в зависимости от того, какой будет коалиция в Бундестаге, кто станет канцлером Германии, министром иностранных дел, будут ли какие-то тектонические изменения в нормандском формате или, в принципе, в внешнеполитическом курсе Германии в отношении Украины? Я вам скажу так, на сегодняшний день даже немецкие обозреватели, те, кто отслеживают внутреннюю политику Германии, внешнюю, сами немцы, аналитики, не берутся давать прогнозы того, чем завершится коалиционное формирование и когда. То есть в любом случае сроки называются, что до Рождества точно будут идти эти торги, дай бог, чтобы они завершились в этом году. И здесь очень важно, я хочу тоже, чтобы ваши зрители понимали, вот вы говорите, насколько смогут зеленые или либералы разыграть свои партии в этой коалиции, потому что они по факту получили золотую акцию. Да. Конфигурация такова, что они могут создать коалицию и с социал-демократами, если там не договорятся, они могут создать ту же коалицию с Христиан-демократическим союзом, который тоже, Армин Лашет, был бы не прочь занять место канцлера. Поэтому... Это получается роль третьего жюри, да? Когда один за другой против, и ты принимаешь решение. Это получается ситуация, когда миноритарный партнер получает максимум в этих торгах, потому что оба больших партнера зависят от того, к кому он сможет примкнуть. То есть их политическое будущее зависит от того, сформирует с ними коалицию зеленая и либеральная или не сформирует. А это дает возможность, преимущество партии зеленых наращивать свои требования в торгах. И, по сути, играть, кто предложит лучшие условия, социал-демократы или христиан-демократический союз, по их интересам.
Поэтому у них здесь хорошая ситуация, у зеленых. Но, правильно сказал господин Умланд, во-первых, внешнеполитические вопросы не в приоритете в этих коалиционных торгах, а во-вторых, мы до конца, даже из избирательной кампании, не уверены, насколько для зеленых самый первый приоритет номер один – это «Северный поток-2». Потому что мы наблюдали несколько эклектическое такое представление своих позиций. Там были даже очень радикальные идеи, например, запрет на лоукосты. То, что вызвало у студентов, допустим, большие протесты против того, что предлагала партия зеленых на выборах. Поэтому мы не знаем, насколько зеленые будут готовы бороться принципиально за вопросы по Северному потоку в этих коалиционных торгах. А теперь по поводу персоналей канцлеров потенциальных. Здесь тоже прогнозы строить дело неблагодарное, но я вам немножко дам фактов, которые позволят вам просто аналитически сложить картинку, что мы потенциально можем ожидать. Так, и вот по господину Шольцу. Олафу Шольцу, да, что очень интересно понять. Действительно, он не является преемником Шрёдера, но в момент политического формирования господина Шольца, у него политическая история достаточно длинная. Он еще с подростковых лет начал интересоваться и поддерживать идеи социал-демократов, и его мировоззрение формировалось как раз на примере персоналии такого политика, как Герхард Шрёдер. Насколько у них до сих пор персональная коммуникация существует, я не берусь судить, я не знаю. Но то, что господин Шрёдер оказывал определенное влияние на формирование ценностной структуры, политические ценностные структуры господина Шольца, это очевидно. Второй момент. Нынешний президент Германии, господин Штайнмайер, социал-демократ. Франк. Мы знаем все его формулу, украинцам она известна, как он видит решение российско-украинского конфликта и ситуации, которая сложилась на востоке Украины. Для украинской стороны это не очень приемлемая история. Но есть определенная преемственность. То есть представитель социал-демократов, президент, который предложил формулу, представитель социал-демократов в нынешнем правительстве Меркель, министр иностранных дел господин Маас, и господин Шольц был вице-канцлером, заместителем Меркель в ее правительстве. То есть, по сути, преемственность того курса, который исповедовала Германия по своему видению решения украинско-российского конфликта, она очевидна. То есть радикальных изменений здесь не будет. По господину Лашету тоже понятно. То есть, как представитель партии Меркель, который, тем более, действительно не делал каких-то ярких заявлений по внешней политике, кроме того, что он говорил по России, тоже дает возможность предположить определенную преемственность позиций. Теперь возникает тонкий момент проблемности самого нормандского формата и амбиций персоналей, которые туда заходят. Господин Шольц достаточно амбициозная персона, который ориентирован на то, чтобы показать при своем правлении успешность политики Германии. И во внешней политике мы знаем четко, что его первый приоритет – это укрепление Германии как ведущей страны в рамках Европейского Союза, укрепление Европейского Союза в целом, укрепление евро как финансовой единицы Европейского Союза, укрепление трансатлантических связей. Ну, а все остальные вопросы, они чуть-чуть дальше находятся, более производные. Поэтому в этом плане мы тоже видим, что господин Шольц будет склонен рассматривать, достаточно взвешенно относиться к существующим внешнеполитическим инициативам, которые могут принести определенные репутационные риски. Нормандский формат, к сожалению, даже на примере такого устойчивого политика, как Меркель, показал ограниченность ее возможности влияния на то, как эффективно будет работать этот инструмент. Поэтому для любого политика с амбициями, для Шольца или Лашета, вхождение в такой проблемный формат, во-первых, ему нужно еще наработать материал понимания ситуации больше, чем есть. Во-вторых, получает проблемный формат, где даже госпожа Меркель не смогла сыграть хорошо
эффективно свою роль. Заставит дважды подумать политика, насколько ему стоит брать такую историю приоритетной для своих внешнеполитических инициатив. Ну вот, кстати, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украина, что Северный поток-2, военная безопасность Украины, ситуация на Донбассе — это непосредственно связанные вопросы, поэтому он выступает за обсуждение этих вопросов в нормандском форматі. Вот его цитата. Давайте вместе послушаем. Зараз переговори в нормандському форматі ведуться виключно на рівні радників-лідерів. Після візитів Меркель в Москву і Київ відбулося 2 раунди консультацій, 2 відеоконференції. Тема газу на них не обговорювалася, але вона безпосередньо тисне зовні на учасників переговорів. Україна вважає, що Північний потік-2 і військова безпека України, ситуація на сході України – це безпосередньо пов'язані питання. Тому ми виступаємо за ув'язку цих питань і їх обговорення. Вот в такой конфигурации, с такой повесткой, такая встреча возможна вообще? Почему, Лидеров нормандского почему министр сейчас так говорит? Да. Поскольку у нас есть прецедент встречи предыдущей в нормандском формате, единственной. В 2019 году. В 2019 году, где параллельно было достигнуто соглашение о продлении контракта на транзит российского газа украинской территории. И если вы посмотрите, со времен всей независимости Украины вопросы безопасности всегда тесно сопровождались вопросами энергетическими. Например, было ли это соглашение о разделе Черноморского флота в середине 90-х. Там параллельно шел вопрос решения газовых поставок и тарифов и цен, по которым Украина будет закупать газ в Украину. Оно решалось параллельно. Продление, так называемые Харьковские соглашения 2010 года, то же самое. Там параллельно шли эти вопросы. Но что здесь важно понимать? Это Россия, которая заинтересована увязывать эти 2 вопроса, потому что она в обоих этих вопросах обладает преимуществом. Если мы сейчас вводим еще одну проблемную историю в нормандский формат, мы, по сути, делаем себя еще более зависимыми, потому что по обоим вопросам Украина имеет более слабые позиции, чем Россия. А Россия получает маневр влияния. Поэтому такое совмещение вопросов, оно может быть для нас непростым, и поэтому здесь нужно очень хорошо продумывать стратегию, которую Украина может играть в этом вопросе. Поскольку Германия не является нашим союзником по Северному потоку-2, как мы увидели. Франция сейчас вообще будет не особо до этого. Она не видит таких рисков от Северного потока-2. Здесь Тем более у них там выборы. Да, скоро. Здесь мы опять упираемся в проблему восприятия этих рисков от России, которые воспринимают наши европейские партнеры. Они не видят эти риски так, как видим их мы. И поэтому у нас есть вот эта проблема. А как можно не видеть эти риски, когда сегодня искусственно создан дефицит газа на территории Европейского Союза, и за 1000 кубометров газа сейчас им приходится платить почти $1000. Как это можно не видеть? Вы знаете, для меня это тоже очень большой вопрос, потому что я ожидала, когда цены на газ, нынешние цены, начали расти в такой геометрической прогрессии. По этому же совместному заявлению американского президента и федерального канцлера Германии было положение о том, что они готовы рассматривать вопрос введения санкций против России, если они будут видеть, что Россия использует газ как свое оружие. Как оружие, да. В данном случае вы правы абсолютно, это очевидно. Она использует этот газ как оружие, но уже не по отношению к Украине, а по отношению к Европе, таким образом заставляя их принимать решения по поводу Северного потока-2, которому часть этих европейских стран сопротивляется. И это очевидные вещи, на которые мы не видим реакции ни Германии, ни Штатов. Где заявление о том, что уже Россия использует газ как оружие? Они же это не делают. Поэтому они пребывают... Просто не было четких определений, что они будут считать давлением, да, либо политическим оружием. Об этом с вами говорили, но здесь есть другая проблема, больше психологического характера. Мне кажется, что наши западные партнеры пребывают в иллюзии того, что российские аппетиты могут остановиться на Украине и Беларуси, не пойти дальше. Эту точку зрения не разделяют, скажем, страны Восточной Европы, та же Польша или Балтика, которые говорят о
том, что на этом все не закончится. Вы должны сейчас нарабатывать действенные механизмы не просто сдерживания, а в принципе демотивации России действовать таким путем. Иначе мы получим эту проблему уже выходящую за пределы Украины. Но то, что я вижу и наблюдаю по позиции ведущих стран Европейского Союза, Германии и Франции, я вам могу сказать, что, к сожалению, у них есть вот эта иллюзия, что Россия может ограничиться Украиной, и нас это дальше не коснется. Поэтому Украина – это отдельный вопрос, а «Северный поток-2» – это очень интересная история, которая нам выгодна. И, кстати, есть же уже результаты вот этого давления России, ценового давления. Дания уже дала разрешение на сертификацию, необходимую для запуска «Северного потока-2». Да. И они здесь забывают о другой проблеме, которая существует, связанная с Балтийским морем. То, о чем украинская сторона говорила, но пока, к сожалению, не была услышана. А именно, гидроакустическое оборудование, которое было поставлено для мониторинга трубы, которая идет по дну Балтийского моря, это продукция, которая относится к разряду продукции двойного назначения. То есть она может быть использована как в мирных целях, так и как военная продукция. И тогда что России мешает ввести фактор того, что мы должны увеличить свое военное присутствие в Балтийском регионе для того, чтобы обеспечивать безопасность функционирования трубы Северного потока-2. Вот почему-то в этом направлении наши европейские партнеры сейчас не думают. А это о чем будет говорить? Это будет говорить о милитаризации Балтийского моря. Это будет говорить, и Россия будет на этом играть, потому что есть незавершенная история делимитации границы между Эстонией и Россией, как раз по Балтийскому морю. Поэтому те риски, которые Украина испытала уже на себе живой агрессии с 2014 года и которые проявляются в Черном море, все то же самое может возникнуть в скором времени в регионе Балтийского моря. И вот это вот непонимание у Запада, оно вызывает действительно большой вопросительный знак, точно так же, как вы задали мне этот вопрос. Я не понимаю, почему они не видят очевидных вещей на сегодняшний день. Еще один не менее важный вопрос, который я хочу успеть с вами обсудить, касающийся взаимоотношений Украины и Соединенных Штатов Америки. Опять же, глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сообщил о том, что заседание комиссии по вопросам стратегического партнерства Украины и США состоится в конце октября или первой половине ноября. Давайте послушаем его цитату. Я думаю, що засідання комісії відбудеться орієнтовно наприкінці жовтня, у першій половині листопада. Нам треба перезавантажити цей орган, зробити його сильнішим, більш ефективним. Ми розробили своє бачення, як це зробити, і будемо обговорювати це з американцями. Лідери можуть зустрітися, домовитися, але якщо системи з обох сторін не почнуть крутити колеса, то ніхто нікуди не поїде. Стратегічна комісія – це місце, де обидві сторони крутять колеса для того, щоб великі політичні, економічні та гуманітарні домовленості готувалися і після ухвалення реализовывалась. Что нам действительно даст эта комиссия стратегического партнерства между Украиной и США, если мы говорим о создании какого-то статута этого стратегического партнерства? Что он должен предусматривать? Во-первых, сложно не согласиться с цитатой министра иностранных дел. Действительно, возобновление работы этой комиссии стратегического партнерства, оно очень важно, потому что это дает операционный инструмент реализации двусторонних отношений. Это не политические декларации, которые сказали президенты. Это реальная конкретная работа каждого из ведомств, которые входят в эту комиссию, где решаются практические вопросы военного сотрудничества, военно-технического сотрудничества, там, ряда других вопросов, экономические, там, инвестиционные, что угодно, что касается двусторонних отношений, то, что требует прояснения и реальной работы на уровне инструментария. У нас эта комиссия работала с переменным успехом, особенно в последние годы, вот во время президентства господина Порошенко была попытка ее реанимировать, она собралась, по-моему, один раз всего. И тоже мы не видели очень активной работы по этому механизму. Сейчас есть надежда на то, что то рамочное соглашение о сотрудничестве в военно-политической сфере, в сфере безопасности и обороны, которое было подписано во время визита нашего президента в Вашингтон в августе, оно будет наполнено конкретными проектами. И я знаю, что
в рамках подготовки к этому заседанию комиссии стратегического партнерства происходит активная работа сейчас на уровне министерств и ведомств, обмен делегациями, визиты, переговоры, обсуждения, которые позволят наполнить это предметным содержанием. Я пока не готова анализировать ее эффективность, потому что мы не видим того предмета, который будет выноситься, будет обсуждаться и какие договоренности будут. Для того, чтобы потом вам сказать, действительно мы получили коэффициент полезного действия и дельту какую-то в наших двусторонних отношениях, или мы этого не получили. Но то, что это было инициировано, запущено, более того, что еще украинская сторона предложила сделать, это отрабатывается, это обновление Хартии стратегического партнерства, которое было подписано между нашими странами в 2008 году и определенно требует обновления. Вот тогда мы можем с вами встретиться в студии уже после проведения этого заседания, можем поговорить по содержанию. И непременно. Вот если мы говорим о Соединенных Штатах Америки, и о том, что США сейчас разыграли такую шахматную партию на мировой арене, мы можем сделать такой вывод, или я хочу поделиться своими наблюдениями и понять, права ли я или нет. Мы увидели, как Соединенные Штаты Америки вышли из Афганистана, за что получили очень жесткую критику со стороны своих западных партнеров, в частности Германии, которая обвинила их в том, что они сделали это спонтанно, резко, без предупреждения, без должной подготовки в вопросе эвакуации тех, кого нужно было эвакуировать. После чего мы увидели оборонное соглашение между Британией, США и Австралией, тем самым лишив контракта Франции с Австралией о производстве подводных лодок, за что тоже Французская Республика начала критиковать Соединенные Штаты Америки. И складывается такое впечатление, что США в вопросе противостояния с Китаем откидывает на второй, на третий, на четвертый даже план важнейших своих партнеров, в том числе из европейского континента, и слишком уж зацикливается на Китае и создает такие междурегиональные договоренности и свою дальнейшую международную политику планирует строить именно основываясь на это. Это так, либо я ошибаюсь? Да, вы очень важную тему подметили, потому что действительно мы сейчас говорим о тотальном кризисе доверия между союзниками в рамках НАТО, хотя публично это стараются не особо признавать, но в кулуарных беседах я слышу очень много разочарований, фрустрации поведением Соединенных Штатов. Но на мой вопрос провокационный, приведет ли это к абсолютному дистанцированию, или как вообще НАТО будет функционировать дальше? Я слышу циничный ответ: а что им остается делать? У них есть какой-то другой вариант, то есть все равно они вынуждены будут существовать в рамках НАТО. Но для Украины чем это показательно? Особенно ситуация с соглашением с Австралией и с Британией, когда был выброшен стратегический партнер по НАТО Франция, и Соединенные Штаты не сильно заморачивались здесь какими-то дипломатическими реверансами в сторону Франции, объяснили это тем, что это в наших национальных интересах. Так если Штаты готовы так поступить с Францией, своим партнером по как альянсу, они поступят с нами? Как они поступят с нами или поступают? Потому что здесь я вам еще одну вещь скажу по поводу идеи фикс Соединенных Штатов о Китае как об угрозе. По одной из информаций, которая публично не высказывалась, но источник доверительный достаточно, лояльность Соединенных Штатов Северному потоку-2 была получена в обмен на согласие Германии принимать участие в военно-политической миссии Соединенных Штатов в регионе Индокитайского моря. То есть, если вы посмотрите, Германия давала свое согласие на присоединение своего военного корабля к этой миссии, которая ведется Соединенными Штатами. Вот. Но эта информация, она требует подтверждения. То есть я не могу сказать, что она соответствует, что это 100% я видела этот документ, но человек, который об этом говорил, он достаточно компетентен. Поэтому это вписывается в логику размена по приоритетным национальным интересам. То есть для Соединенных Штатов важнее поддержка союзников по альянсу в водах Южно-Китайского моря больше, чем Северный поток, который они понимают, что Россия однозначно будет использовать как оружие. Но это не бьет по НАТО?
По НАТО не бьет, потому что я вам сказала, что они понимают, что большого выхода нет, как бы ситуации. Да, была очень большая критика единоличному решению Соединенных Штатов. Более того, когда было заседание Большой Семерки 30-го, по-моему, или там за несколько дней до финального выхода Соединенных Штатов из Афганистана 31 числа, все страны Большой Семерки были настроены убеждать Соединенные Штаты, чтобы был отсрочка этого граничного срока, потому что никто не успевал забрать своих людей и тех, кто работал с их посольствами, работал на международной компании. И Соединенные Штаты не пошли на это. То есть внешняя картинка была представлена как то, что такое решение – это совместное решение. Но очень была жесткая критика потом внутри этих стран того способа, в который Соединенные Штаты просто навязали свое решение, не считаясь с интересами своих партнеров по альянсу НАТО. Поэтому проблема очень большая внутри. Просто она не так сильно сейчас видна наружу, поскольку им невыгодно показывать эти проблемы, ибо они, во-первых, несут репутационные риски, они ослабляют себя как альянс, особенно перед лицом таких могущественных игроков, как Китай или Россия, они не заинтересованы показывать эти разногласия внутри Союза. А не слишком ли США переоценивают Китай в сравнении с Россией? Понятно, что решение принимается на основании каких-то тенденций и прогнозов. Так вот, здесь они же ориентируются на какие факторы? Экономическая мощь и военно-политическая мощь страны в прогнозном измерении через 5-10 лет вперед. Так по этим параметрам Китай к 2030 году даже в экономическом смысле может превзойти Соединенные Штаты по своему экономическому потенциалу. Поэтому они ориентируются на то, что нужно блокировать развитие такого динамичного конкурента. Россия здесь по этим параметрам не будет составлять для Соединенных Штатов конкуренцию. Может быть, этим объясняется логика, которая идет. Но самое характерное, что когда победил Байден, до того, как он побеждал, мы были уверены, что изменение приоритетов будет. То есть, если так для он сам Трампа... говорил о том, что приоритетом во внешней политике для него будет Украина. Это прям цитата его. Да, что Украина будет приоритетом внешней политики. Он это говорил. Но это говорил на самых ранних этапах своей избирательной кампании. А вот на что ориентировались аналитики, что традиционно для республиканцев угроза номер один – это Китай. Особенно это проявлялось в политике Байдена, вернее, Трампа. А если придут к власти демократы, для которых Россия – это очень сильный раздражитель, и у них была более жесткая позиция по России всегда, то приоритеты или понимание угроз будет немножко смещено. То есть приоритетом номер один будет как раз Россия, а на втором месте будет Китай. Но мы увидели, что по политике Байдена этого не произошло. То есть от Трампа в этом контексте ничем не отличается. Да. Ну и последнее, если мы говорим о том, что разыграна такая шахматная партия по Бжезинскому, где здесь Украина? Украина на своем месте. Главное, чтобы... Где на этой доске мы находимся? Ну, мы же находимся на доске там же, где и предписано находиться. Другой вопрос, как мы реализовываем это свое нахождение на шахматной доске и насколько целостная эта фигура. Не будет ли она с трещинами и не отвалится ли какие-то кусочки, чтобы потом можно было говорить о каких-то фрагментах государства. Вот этого сценария однозначно хотелось бы избежать. Дякую дуже. Чевсагун, что приехали к нам в студию, ответили на наши вопросы. Дипломаты, эксперт международных пытаний Юлия Смоловська была с нами. А я с вами не прощаюсь. Мы сейчас прерываемся буквально на 5 минут. Далее мы продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь», правда, на крымско-татарском языке. Не переключайтесь. Коршкенча.